Люди спрашивают, почему Аллах, Субхану ва Тааля, испытывает нас? Почему Он не спустился и не сказал: «Я ваш Господь, поклоняйтесь мне»? Почему Он не сделал всех людей мусульманами, то есть покорными Ему? И почему Аллах, Субхану ва Тааля, наделил нас нафсом, из-за которого мы совершаем грехи и можем попасть в ад? Если бы всемогущий Господь захотел, Он бы сделал мусульманами всех. Во многих местах Корана говорится, Он мог бы сделать так, чтобы все уверовали во всемогущего Бога. Но в Коране также говорится в 67-й суре Аль-Мульк во 2-м аяте: «Всемогущий Бог создал смерть и жизнь, чтобы испытывать вас, кто будет лучшим в делах». Это как если спросить: вот человек должен идти в школу и через 10 лет сдавать экзамены, ОГЭ, ЕГЭ. Зачем учителю проводить тестирование? Почему бы ему просто не пропустить всех? Всевышний Творец, создав человека, дал ему волю и свободу выбора. У всех остальных созданий Господа нет этой свободы, только у людей и у джиннов. У ангелов нет этого. Что бы Аллах ни приказал, они выполняют на 100%. Но человек — это существо, превосходящее ангелов. После того, как Аллах Всемогущий дал нам свободу, если мы следуем Его заповедям, то мы превосходим ангелов, а если мы не подчиняемся Ему, тогда мы ниже ангелов. Господь Всемогущий дал нам свободу выбора, и перед тем, как мы пришли в этот мир, Аллах Субхану ва Тааля спросил нас, кто хотел бы стать человеком. Не становитесь человеком, проходите без испытания. Вы можете стать горами, а не мусульмане, деревьями, а не мусульмане, животными, тоже мусульмане, ангелы, и они мусульмане. Быть мусульманином означает подчиняться Аллаху. Все животные мусульмане, все звезды мусульмане, все растения мусульмане, все ангелы мусульмане, а человек — это уникальное создание, это лучшее создание всемогущего Творца. Итак, Аллах спросил, кто хочет стать человеком. В Коране говорится: мы те глупцы, которые сказали, что хотим стать людьми. То есть, или проходим просто, или отличимся, пройдя через испытания. Все из нас думали, что отличимся. Насколько, сочтется позже. Так что это был наш собственный выбор — быть испытанным Аллахом. И удивительный момент — Аллах взял клятву с наших душ перед тем, как отправить в этот мир. Он спросил нас: «Не я ли ваш Господь?» И все мы ответили: «Да, мы свидетельствуем, что Ты наш Господь». Это упоминается в 7-й суре Аль-Араф, аят 172. И если мы не можем вспомнить всего этого, то лишь потому, что именно сейчас нас испытывают, и во время этого испытания нам не позволено жульничать. Поэтому Он отправил нас в этот мир и стер доказательства из нашего сознания, но взамен Он дал нам руководство через божественные послания и наделил нас интеллектом, с помощью которого мы можем познать Его и поклоняться Ему. Итак, нам дали свободу воли, и сейчас мы проходим испытания. И если Аллах Всемогущий в итоге пропустит всех, тогда я скажу, что Господь несправедлив. Если Аллах Всемогущий пустит всех в рай, я скажу: вот я был хорошим человеком, не грабил, не обманывал, а тот человек — грабитель и насильник, и он со мной в раю. Я буду возражать Всемогущему Богу: почему ты пустил этого человека в рай? Но в Коране, в 4-й суре Ан-Ниса, в 40-м аяте говорится: Аллах не совершает несправедливости даже на вес пылинки. Господь милостивый, Он дает нам шанс, Он прощает нас, но также в конечном итоге справедлив. Сейчас мы проходим испытания, и это жизнь, испытание для жизни будущей. Мы уникальные творения Всевышнего. О цели нашего создания говорится в 51-й суре, в 56-м аяте. Что Аллах Всемогущий сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Ему. Поклоняться Ему означает подчиняться Его велениям. Если мы подчиняемся, то проходим испытания. При этом в Коране говорится, что если бы Он пожелал, то сделал бы всех людей мусульманами очень легко. Но мы уникальные создания. И если подчиняемся Ему после того, как нам была дана свобода выбора, то становимся лучшими.